Бизнес на сочувствии. Сахин, Дялщидо, кто чем может и больше. Эти слова как молитва на устах у каждого второго попрошайки. Попрошайничество или мошенничество. В регионе орудует банда бизнесменов в лохмотьях. Как отличить реально нуждающихся, Залимхан Калоев постарался выяснить. Все задачи выполнены. В региональном отделе Федеральной службы исполнения наказания подвели итоги работы за первое полугодие. Поехали, второй куплет. Раз, два, три и... Громкое возрождение. Творческий перерыв таланта не скрывает. В Госфилармонии воссоздают музыкальное наследие. Первый бой у меня был с местным, с дагестанцем. Второй бой я провел с азербайджанцем в финале. Выиграл по очкам. Золото, серебро и бронза. Ингушские боксеры стали призерами всероссийского турнира памяти Гамзаева. На горизонте очередное первенство. Клещ является вирусоносителем таких заболеваний, как энцефалит, крымская геморрагическая лихорадка. Осторожно, клещ. Акарицидная обработка спасет животных от опасного насекомого. Сунжинские ветеринары провели очередную процедуру. На канале Ингушетия новости 24. Здравствуйте. Милостыня, мошенничество или почем нынче жалость? Как уловить тонкую грань? В силу своей наивности или незнания некоторые считают, что мелочь в рублях, которую они дадут просящему милостыню калеке или пожилой бабушке на обочине дороги, позволят им купить немного хлеба, чтобы дожить до следующего дня. Но действительно ли они нуждаются в помощи? И здесь возникает вопрос, как отличить попрошайку-обманщика от человека, у которого реально плачевная жизненная ситуация. В поисках ответов на эти вопросы наш корреспондент Залимхан Калоев проехался по основным точкам легкого заработка. Ему слово. Бизнес на сочувствии. Сахин, Дялщидо, кто чем может и больше. Эти слова как молитва на устах у каждого второго попрошайки. Одни и те же лица. Каждый день они наверстывают круги на самых оживленных участках города. Паразитический образ жизни стал для них нормой и обыденностью. Причем все попрошайки не являются жителями региона. В общей массе это кочевники, либо жители соседних республик, будто обученные профессиональному давлению на жалость. Рынок, фабрика, старый автовокзал, больница и торговый комплекс Мархаба. Эти места можно назвать хлебными для желающих поживиться за чужой счет. Рубль, два, кто десятку подкинет, а кто и больше, не пожалеет. Особое сочувствие у людей вызывают дети в инвалидных колясках. К примеру, эта женщина на привычную работу вышла вместе с больным ребенком. Говорит, диагноз менингит. А приехали из Нальчика. Многодетная женщина просит деньги у прохожих, чтобы прокормить семью, но, заметив камеру, ускоряет шаг. А вы зачем убегаете? Ну, мне неудобно и неприятно. Почему? Почему? А вот многие говорят, что вот сейчас эти диагнозы, они выдуманные, что многие врут. Вот вы можете мне честно ответить? Вот. Оставь меня ради Аллаха, у тебя делать нечего, ко мне ты пристал. Ну, я честно. Оставь, зачем? И так мы Богом обиженные люди. Богом обиженные, да? Поэтому просите, да, людей? Нет, при чем тут? Я воровать не пойду, убивать не пойду. Лучше... А работать? Работать, я же говорю, и по полям хожу, картошку собирать иду, и помидоры собираем. Все. На все воля Аллаха, то, что Всевышний Аллах нам даст. И последний вопрос. Как много ли получается работать за день? На лечение сколько нужно? Лечения уже у нас нету. Все, мы прошли эти диагнозы. Вы сейчас просто на проживание, на проживание, да. Иной раз попадается, чтобы таблетки. И таких попрошаек с детьми в Ингушетии немало. Их в народе прозвали Мадоннами. По словам инспекторов, доходит даже до того, что часто детей накачивают психотропными веществами, чтобы могли выстоять на улице и вызвать жалость у прохожих. Если наказать профессиональных нищих не получится, такой статьи просто не существует, то Мадонны вместе с детьми подпадают под уголовный кодекс. За отчетный период с января по настоящее время нами привлечено 74 иностранных граждан по статье 535 КоАП РФ за ненадлежащий контроль за несовершеннолетними. Следственным отделом МВД России по городу Назрань возбуждено 7 уголовных дел, предусмотренных статьей 151 Уголовного кодекса Российской Федерации. Направлено в суд из них 6 уголовных дел, по ним принято решение судом. По 6 уголовным делам вынесено решение в виде условного наказания на 2 года.
Неравнодушных прохожих просто обманывают, давя на жалость, или помощь действительно нужна. Еще одно прибыльное место рядом с банкоматами. Здесь чаще можно встретить попрошаек с табличками. Диагнозы самые разные. К примеру, у этой женщины, судя по документам, проблемы с почками. Приехала из Ставропольского края. Деньги нужны на проживание и лечебный курс после операции. На лекарства надо интракапываться каждый месяц в больнице. И сколько это, на сколько уходит у вас денег на это? 1010, да? И вы не работаете нигде, да? И приходится, набирается сумма? Не набирается. А что вы делаете тогда? Ну, так вот, сколько хватает лекарства покупать на лечение. А работать также диагноз не позволяет вам, да? Людей с табличками «Помогите собрать на операцию», «Ребенку нужна помощь» в местах массового скопления встретить можно буквально на каждом шагу. В целом, за счет сердобольных граждан копилка попрошайки за день может обогатиться на 500, а то и 1500 рублей. Чтобы деньги не ушли в карманы мошенников, следует как минимум познакомиться с документами. Хотели в больницу еще операцию делать, потом на лечение поставили мне. А вот здесь написано направление на госпитализацию, обследование, консультацию, да? Да, это урологическое отделение да, Ставропольского края. Ставропольский край. В Ставрополе операцию делали, в Георгиевске делали операцию. Это Георгиевске неправильно сделали, начали 3 месяца трубки носила, зашили, потом резали опять. 3 месяца в больницу пролежала, дом продала. Документы на руках, однако без медицинского образования разобраться в каллиграфическом почерке и диагнозах непросто. После многочисленных обманов мошенников поверить в новые истории, даже если они не выдуманные, сложно. А в команде любителей легкой наживы с каждым разом пополнение. Просто спрашиваю. Не, брат. Работаем, делаем. Где работает, братья? Вы готовы делать любую работу, но работы нет, да? Да. Ага. А сах это вы просто так просите, да? Да? А почему вы убегаете? Мы в ответе за тех, кого приучили. Жители к попрошайкам относятся неоднозначно. С одной стороны, их жалко, но с другой не исключено, что это не более чем изощренный способ заработать. Многие дают деньги, чтобы успокоить совесть. Попрошайки весь республика духоба. Особенно хатбех кажби, духоба. Но царь делал сюда, я даже что андаться. Делал сюда царь, я что, но доктор до звосагу делал я, что тоже это. Молодец, со всеми нет. Санкт-Бердали, хила вечер, что дежда, вот оно так, что со бережешь, духоба. Хаш зит ахцарлелдер. Но вен никогда ашам дарыз. Хатбех оно духоба жабец. Но да, хасен дарыз. Да таздаро бог еще бы. صار عادل تشتغل نشط. ساعة دولار مدقدر ميوغي ساعة وبال يختار وبال يختار ميوغي. بوق سبش صديق مشتتا. سو خاص بقدر. بوق حتى بوق بيز ضروري عقلش بوق حبة ديك عمدي حدا قال عن لاش دي عمال عمدي. خلاص تجي دكتيلي تاخ ويشر أخشى إشت попрошайка что. ده تل قاسك يوش بردي كاردي طريق قاسك تاع أشلو تحملت. ستة ودر بيرج مدعم شغلي وبشكل كل تقول ده كل عايش ياخد عبارة على وقت شو عمول ليلو بيرج تجيكي بيرج. В поисках таких бизнесменов мы прошлись по самым популярным у попрошаек местам в городе. Однако даже на крытом рынке, где от них не было отбоя, найти их оказалось не так легко. Цепная реакция сработала мгновенно. Далашка. Дух шорт, биржи, шуажи, уксбакш. Как дай их ицбахтш. Ах, Бог бимегит цар или же бимек. Бог бимек, дацбахита мегер. Оғыз наха кугшт ахлявш. Дакархан. Юрт мели юртышкалел, ложкаю. Наха зедиш делаешь бак. Цасагват цанди тахужжи, царфлил тахужжи. А вот каждую пятницу рядом с мечетями, наоборот, на попрошаек сложно не наткнуться. Еще один популярный вид попрошайничества – просить деньги у автомобилистов. Иди денежку дам. А недавно в популярном мессенджере WhatsApp появилась информация, что иностранные граждане воруют вещи из чужих домов.
Помочь в нелегкой борьбе с попрошайками может только лишь всеобщая огласка. Чем больше людей будут знать о них, тем меньше им будут подавать. А если все же решили, прежде чем бросить монету, поговорите с просящим, узнайте, где поставили диагноз, куда он уже обращался за лечением. А если человек отказывается, то в помощи он точно не нуждается. И попрошайничество — выбранный им путь заработка. Зелимхан Калоев, Султан Булгучев, Новости 24. Итоги деятельности регионального отдела Федеральной службы исполнения наказаний за первое полугодие подвели на коллегии ведомства. Начальник ОФСИН Андрей Мельников, открывая заседание, отметил, что в отчетном периоде задачи, стоящие перед ведомством, в целом выполнены. Не допущено чрезвычайных происшествий, побегов и массовых беспорядков. В республике проводится работа по совершенствованию системы исполнения наказаний, повышению качества работы в СИЗО, обеспечению условий содержания осужденных, эффективно использования выделяемых бюджетных средств. Подводя итоги заседания, Мельников отметил, что важным событием в отчетном периоде стало создание еще одного учреждения под названием «Исправительный центр номер 1» с лимитом наполнения на 100 осужденных. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в регионе до 2024 года введут в эксплуатацию свыше 2 миллионов квадратного жилья. Также в рамках развития мероприятий по стимулированию программ развития жилищно-коммунального строительства в текущем году необходимо ввести еще около 150 тысяч квадратных метров жилья, а также реализовать 3 проекта жилищного строительства. Ранее также отмечалось, что в текущем году в рамках нацпроекта в регионе также планируется построить 4 школы и 3 детских сада на общую сумму более 780 миллионов рублей. Возрождение или творческий ренессанс. Легендарные ингушские композиции в исполнении солистов современного оркестра на слух особенно мелодичные. В Государственной филармонии воссоздают музыкальное наследие. После продолжительного творческого перерыва там начались репетиции оркестра народных инструментов. Когда ждать концерта, расскажет Диана Дударова. Поехали, второй куплет. Раз, два, три и... Так воссоздается ансамбль народных инструментов после десятилетнего перерыва. Оркестр создан пару месяцев назад, но уже успел буквально отполировать такие полюбившиеся зрителю композиции, как «Лор Солида», «Цастекудел Ходекаса» или «Галгейче», а также фантазии на ингушские мелодии и «Рассвет в горах». Чтобы приберечь вот эти все краски, после вступления первый куплет только с доулем. Времени отдыхать у солистов нет, и поэтому репетиции проходят по несколько часов каждый день. Хади Бекова работает в оркестре с начала его создания. Наряду с занятиями филармонии она успевает еще и обучать созданном ею ансамбле гармонисток. К своему инструменту Хади относится очень бережно. Для нее это ценный подарок. Этот инструмент был когда-то Евлоева Раи инструмент. Он мне достался после нее, так как она подарок передала мне его. Ее сестра Люба Евлоева. Играю на гармошке давно, с детства начала играть, так как моей маме нравилась гармошка. В Госфилармонии начался процесс не только реорганизации, а в отдельных случаях и возрождения творческого коллектива. Играю на народных инструментах, то есть это струнные инструменты, это дячпанер, это басовые инструменты. Я еще учился в колледже искусств, работал там в оркестре, до сих пор занимаюсь и играю на этом инструменте, то есть басовый инструмент. Чтобы вновь возродить визитную карточку республики, привлечены также музыканты из соседних республик. Уже успели набрать полный состав музыкантов, играющих на струнах, смычковых, духовых и ударных инструментах. Необходимое дело как раз-таки создать ансамбль народных инструментов. Это очень важное для республики дело, очень важное для народа дело, потому что культура имеет свои истоки именно в национальной музыке. Вот, поэтому воссоздание ансамбля народных инструментов или оркестра в будущем народных инструментов – это такой краеугольный камень, вокруг которого потом будет образовываться профессиональная культура, музыкальная культура в Ингушетии.
Совсем скоро у любителей старинных песен появится возможность послушать их в исполнении народного оркестра. Концерт пройдет 30 июля в ДК Назрани. Это выступление можно считать днем рождения оркестра. Как надеются в творческом коллективе, оно станет первым маленьким шагом в будущее музыкальной культуры республики. Диана Дударова, Милана Хамчиева, Мака Дударова, Магомед Аскеев. Новости 24. Достойно представили честь республики и вернулись с золотом, серебром и бронзой. Медали всех проб привезли ингушские боксеры из Дагестана, где проходил всероссийский турнир памяти Гамзаева. Всего от Ингушетии в соревнованиях участвовали 6 спортсменов. По приезду домой спортсмены не расслабляются. Скоро стартует первенство Ингушетии по боксу. Подробности в следующем сюжете. Более 100 боксеров из регионов России, а также спортсмены из Киргизии, Греции, Украины и Китая встретились на всероссийском турнире класса А в Избербаше. На соревнования отобрали лучших из лучших. В их числе оказались 6 ингушских спортсменов. Каждое соревнование для спортсменов – шаг к высшей ступени. Ильяс Альтимиров на пути к золотой медали провел 2 боя. 2 безоговорные победы. Тем не менее, эти соревнования выдались для него не самыми легкими. Даже весовая категория соответствующая, супертяжелая. В спорт Ильяс подался довольно поздно – в 17 лет. Но упорство и интерес к боксу уже дают свои плоды. На этот раз выполнить мастера спорта не удалось, потому что по регламенту не хватило участников в моей весовой категории. Вот. А так турнир сложился успешно. Вышелся без травм, занял 1-е место, по милости Всевышнего. Вот. Первый бой у меня был с местным, с дагестанцем. Второй бой я провел с азербайджанцем в финале. Выиграл по очкам. Вот так нормально сложилась подготовка. Результат, как говорится, налицо. Мы подготовку проводили дома под руководством старшего тренера республики. Есть сборная СКФО Макши Памистоева. Он и мой личный тренер. В зале бокса строгая дисциплина. Каждый воспитанник знает свои слабые стороны, над которыми надо работать, опираясь на свой и полученный от других опыт. Всего пара минут разбора боя для юных боксеров на ринге. Целый эпизод в жизни. Для Али Шибилова, занявшего 3-е место в весе до 60 килограмм, турнир прослужил хорошим показателем его недочетов. Поэтому первым делом по приезду работа над ошибками. Ведь впереди чемпионат республики. Тренировок неделю, кроме четверга, воскресенья каждый день, а во время соревнований утром и вечером 2-разовая тренировка. Последнюю неделю уже на скорость, а до недели на выносливость, на физику, на функционалку. Последнюю неделю уже нагрузка и рвахаш слегка. Больше на выносливость, да, тренер обсудить отвоз, на выносливость больше, на функционалку. Потихоньку. Упорные тренировки и цель – отстоять честь региона. Из 6 спортсменов, представляющих республику на турнире, 3 заняли призовые места. И если золото и бронза у Ильеза и Али, то Хизир Измайлов вернулся с серебром. Результатами ребят тренер доволен. Вот сейчас эти соревнования, Гамзаевский турнир, он традиционный, давно проходит. Там участвовали много стран, зарубежных стран. И сложность турнира в том, что там приехали сборники стран. Поэтому у нас из 6 боксеров 3, 50% результата. Это, я считаю, это удовлетворительно. Тем более после Уразы, они держали Уразу, после Уразы еще там нагрузка была. Только втягивается. Сейчас у нас республика, потом чемпионат Северокавказского федерального округа. Поэтапно готовимся. Тренер отмечает, что перспектива у ингушских ребят колоссальная, и результат может вырасти на глазах. Но отсутствие должного финансирования зачастую перечеркивает возможность на очередной спортивный триумф. Планы у нас проходят с финансовой стороны. Родители, там, родственники, близкие, братья поддерживать и финансировать, и
освобождают от всего, они двухразовые тренировки проводят. Из-за этого и результаты у них добиваются результатов. Хотел бы сказать благодарность, спасибо этим людям, которые поддерживают. Я надеюсь, что все наладится у нас и с финансированием, и снимут эти проблемы. Иначе приток населения идет за счет чего? За счет того, что показывают результаты, поощряют этих ребят, поощряют этих спортсменов. Чтобы попасть на следующее соревнование, каждому участнику придется снова доказывать свое чемпионство. В конце месяца стартует первенство республики. После их уже ждет ринг СКФО. Амина Бокова, Адам Гулоев, Майрбек Миржоев. Новости 24. Еще немного о спорте. 4 ингушских классика завершат летний спортивный сезон 2019-го участием в престижных турнирах. Первым бороться за награды отправится Ислам Апиев. Победитель первенства Европы, мастер спорта международного класса, примет участие в рейтинговом турнире на Кубок Олега Караева. Турнир будет проходить в Минске. Еще 2 воспитанника спортклуба Ади Ахмат, Магомед Евлоев и Ахмед Батажев, примут участие в первенстве мира, которое будет проходить в Болгарии. Ну а завершит летний сезон своим выступлением Муса Евлоев. Чемпион мира прошлого года и чемпион Европы 2019 будет участвовать в международном турнире серии Гран-при по греко-римской борьбе, который пройдет в Германии. Раскрыть потенциал и развить творческие способности помогают опытные наставники и специальные кружки. Таковых в Доме культуры Зязиков-Юрта несколько. Музыкальные веселые нотки, поэтический светоч и кружок «Народное творчество». О культурном развитии сюжет Тамары Хашагульговой. Старайся кистью работать не как щеткой именно, а вот кисть она должна работать и только вот так. Танзила Арсамакова свои умения на кружке «Народное творчество» совершенствует 2-й год. Рисует с малых лет, поэтому убедила родных записать ее на занятия по художественному мастерству. Вместе с другими воспитанниками она методично набивает руку, раскрашивая всевозможные гипсовые фигурки. рассказывает его так дохок не стадион так то не стадас ой Дети занимаются в кружке около 2 лет. Именно столько прошло со дня открытия сельского дома культуры. Занятия 3 раза в неделю. Дети учатся лепке, барельефной резке и художественной расписке скульптурок. Руководит процессом опытный мастер, профессиональный скульптор Юсуп Цуров. На его счету сотни работ не только в нашей республике, но и по всей стране. Несмотря на плотный график, Юсуп находит время для своих учеников. Он всегда готов делиться своим опытом. Уже есть своего рода, можно сказать, выпускники, которые уже по 2-3 месяца обучались, уже создали свое дело, тоже производят сувениры, которые уже идут нашим туристам, которые приезжают в нашу республику. Кружки дети посещают с удовольствием. Специально для их удобства график занятий составили так, чтобы у каждого была возможность заниматься в нескольких сразу. Профессиональные педагоги помогают развивать не только художественные способности. Помимо кружка народного творчества, здесь есть еще и поэтическая студия, где дети обучаются литературному мастерству. Инициатор и руководитель литературного клуба с говорящим названием «Светоч», поэтесса, а по совместительству и директор Дома культуры Тамара Чиниева. За ее плечами несколько выпущенных авторских сборников и богатый опыт работы с детьми. Наши занятия, они построены на том, что у нас есть теоретическая часть, есть практическая. То есть я даю им возможность, для меня главное же, чтобы они учились. Иногда мы на занятиях говорим об отдельных авторах, но потом я им даю возможность приносить свои произведения, мы читаем их вслух, обсуждаем, рецензируем, делаем анализ стихотворений. Им это очень интересно. Почерпнуть знания в области литературы приходят в основном школьники. Это старшеклассники, которые не просто любят поэзию и прозу, они мечтают стать в будущем поэтами. Литература для меня нечто большее, чем обычный урок в школе. Я очень люблю читать стихи, и когда я услышала про этот кружок,
я заинтересовалась, узнавала у учителей и начала посещать. Мне очень нравится поэзия Тамары Чиниевой и то, как она сама читает свои стихи. И хотелось бы быть похожей на нее, чем-то писать так же красиво. Помимо поэтического клуба и кружка народного творчества, здесь действуют еще и музыкальные, где воспитанники разучивают веселые детские песни. Так что скучать в течение недели им не приходится. Ребята каждый день находят то, что им по душе. Я записалась сюда, потому что я люблю петь. Возвращаем все наши старые песни детские, потому что они всегда напоминают детство. Сама тоже пела, как, вот так. Каждый день занимаемся, и занимаем места хорошие. Конкурс «Ламан УАЗ» мы участвовали, «Юные голоса» первое место мы заняли, еще «Или» тоже в республиканском, и выезжали тоже. После веселых занятий в кружках и творческих студиях воспитанники традиционно собираются в библиотеке. Здесь есть возможность выбрать интересную книгу или поиграть в настольные игры. Тамара Хашагульгова, Адам Далаков, Новости 24. Учите правила дорожного движения с молоду, призывают инспекторы ГИБДД. Детский травматизм делает пропаганду безопасности дорожного движения все более актуальной. Как вести себя на дороге детям объясняют на уроках, а во время каникул в летних лагерях. Так, в Малгобекском нефтянике с детьми провели встречу сотрудники ГИБДД, ПДН и общественные деятели. Подробно об акции «Каникулы с общественным советом» расскажет Мака Дударова. Ручку подняли все и громко сказали «Привет!». А если вторую подняли, еще громче. С такого яркого приветствия стартует акция. Рамазан Аушев в лагере «Нефтяник» не первый год. В таких мероприятиях участие каждый раз принимает с большим энтузиазмом. Правила дорожного движения выучил быстро. С нетерпением ждет совершеннолетия, чтобы получить права. Рамазан однажды уже пострадал в ДТП, и это для него стало пожизненным уроком. Отмечает, что всегда будет бдительным на дороге. Очень часто происходят дорожные аварии. Попадают дети под машину, потому что выбегают на красный свет, не бегают по зебре, не переходят по зебре. Очень часто бывает это школьникам. Да. Чтобы детям было интереснее слушать и запоминать, сотрудники ГИБДД в игровой форме вместе с аниматорами проверяют знания детей о дорожных правилах, задают вопросы о дорожных знаках. Желающих ответить много. Пропустить соперника вперед никто не намерен, и потому ответы выкрикивают прямо с места. Ребята, скажите, а почему нам важно знать именно основные правила дорожного движения? Правильно, чтобы ребята ни в коем случае не попадали под ДТП. Итак, Буратино, держи, помогай, а ребята будут хором мне называть эти основные знаки. Ребята. Привет, причем? По-моему, это крестик. Отличившихся не оставляют без наград, им дарят светоотражатели. Это подарок не только для ребят, но и для водителей. Ведь именно с его помощью автолюбители заметят детей на дороге в темное время суток. Светоотражающий элемент одежды или же фликер. Он обязательно поможет вам стать ярче на дороге. Водитель вас увидит и заблаговременно предпринят все необходимые меры для того, чтобы предотвратить столкновение либо удар. Всероссийскую акцию «Каникулы» с общественным советом проводят инспекторы ГИБДД, работники ПДН и общественные деятели. Главная цель – пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений на дорогах, а также организация досуговой занятости детей. Мы в течение 5 лет проводим подобные встречи с детьми, выезжаем в разные муниципальные территориальные органы республики, были и в Горной Ингушетии, в летнем лагере. В этом году тоже планируем выехать в Рамхи. В прошлом году туда выезжали с кинологами. Подобные встречи помогают нашим детям, пускай это будет в игровой форме, визуальная картинка помогает детям понять правильное поведение на дорогах. Просто зрительно это запоминается лучше. Здесь присутствуют элементы взаимоотношений детей в обществе и патриотическое их воспитание. ДТП со смертельным исходом в регионе одна из проблем действительно республиканского масштаба. И потому правилам поведения детей на дороге, как считают организаторы, нужно учить даже не со школьной скамьи, а с детского сада. Макка Дударова, Магомед Даскиев, Новости 24.
С наступлением лета и пробуждением природы наступает и время активности клещей. В зоне риска нападения насекомых как люди, так и животные. В своем большинстве страдает крупнорогатый скот. О том, как специалисты Сунжинской районной ветеринарной станции проводят акарицидную обработку крупнорогатого скота от клещей, узнаем из сюжета Дианы Дударовой. Животные ведут себя довольно спокойно. Процедуру проходят не впервые. Это акарицидная обработка, которую ветеринары проводят в сезон массового распространения паразитов. В состав этого химического раствора действует губительно на клещей. Определенный препарат добавляется в воду и производится опрыскивание животных сверху. Опрыскивание производится вечером, желательно вечером. Или животное, если днем опрыскивается, животное содержится дома, чтобы не было влияния солнечных лучей на обработку. Опрыскивание на этой ферме проводят регулярно, раз в 15 дней. Занимается хозяйством Вахида Тумгуева с семьей. Всего на ферме около 70 голов рогатого скота. Купают животных 2 раза в месяц. Признаются, после обработки паразитов не обнаруживают до 3 недель. А вот это клещи, которых фермеры просто отцепляли от скота. Ветеринары признаются, что вниманием фермеров к животным довольны и призывают других своевременно проводить процедуру обработки против паразитов. Клещей на животных можно обнаружить еще весной. Их укусы вызывают различной степени анемию, снижают продуктивность и уменьшают молокоотдачу. Это пастбищный клещ, который обитает, да. Это пастбищный клещ, который сохраняется длительное время на животных. Обитает он больше на пастбище, там, где находятся животные, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот. Ну и, конечно же, домашние животные, собаки тоже являются носителем клещей. По словам ветеринара, в регионе наблюдается 100% зараженность животных паразитами. Особенно распространены аргасовые и пастбищные клещи. Членистоногие находят свою жертву, насасываются кровью и наносят ущерб, распространяя через укусы инфекционные и инвазионные болезни. Они опасны для всех биологических объектов, в том числе и животных и человека. С точки зрения вирусоносительства. Клещ является вирусоносителем таких заболеваний, как энцефалит, крымская геморрагическая лихорадка, ну и пироплазмидозных болезней, которые переносят клещи на животных. Нередко укусы клещей приводят к летальным исходам. Повсеместная активизация паразитов и массовое нападение на людей и животных, как правило, начинается с повышением температуры воздуха. После профилактических процедур специалисты ветеринарной станции ежегодно весной и осенью направляют различные виды клещей для мониторинга в Ставропольский противочумный и Дагестанский научно-исследовательские институты. Диана Дударова, Майрбек Межоев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.